Здравствуйте! В эфире «Молодежные дебаты». Тема нашей сегодняшней программы – информированность молодежи и социальные сети. В наше время интернет стал частью жизни. Всемирная паутина значительно расширила возможности обмена и распространения информации, общения между людьми. Особенно это касается социальных сетей, которые имеют большую популярность среди молодежи и не только. Сегодня мы хотим поговорить с молодежью и узнать о том, как современная молодежь использует интернет и какими ресурсами пользуются чаще всего. Сегодня мы поговорим об этом с участниками нашей студии. Попов Никита, Жим-Жим Ксения, Еребакан Марина, Дельсис Карина. Это все ученики 11 класса теоретического лицея «Аризон», город Чадерлунга, а также гражданский активист Дели Ирина. Перед обсуждением предлагаю посмотреть короткий репортаж, после мы подискутируем с ребятами. Абсолютное большинство молодежи получают информацию из интернета. Согласно социологическому исследованию, социальные сети все больше вытесняют телевидение в качестве основного источника новостей в молодежной среде. Молодежь, имеющая доступ к интернету, использует социальные сети для того, чтобы узнать об основных событиях дня. Главный источник для молодежи сейчас информации – это социальные сети. Молодежь весь сейчас очень продвинутый и имеет каждый доступ к этим социальным сетям прямой. И они через эти социальные сети они общаются и между собой, и получают общую информацию, то, что творится в мире, в регионе, в селе. Наша молодежь сейчас в основном пользуется интернетом, пользуется своими гаджетами и считает, что этой информации, которую они там найдут, достаточно и для учебы, для дополнительной какой-то заданий, там, рефератов своих и прочего. Но также мы знаем о том, что в интернете очень много фейковой информации. Молодежь именно через соцсеть всю информацию получает, чем по телевизору, потому что в соцсетях намного больше этих новостных порталов. Я получаю информацию от соцсетей. Социологи пришли к выводу, что Facebook является наиболее популярной платформой. Его используют для того, чтобы смотреть и комментировать текущие новости, а также делиться ими с друзьями. На втором месте YouTube, на третьем месте Twitter. Именно в Инстаграме, там их очень много, поэтому именно там я получаю много информации. В телевизоре им уже не интересно, там нет такого, например, Инстаграм, ВК или Фейсбук. Распространение неточной информации в интернете сегодня является большой проблемой. Из-за политической ангажированности происходит манипулирование общественным мнением, поэтому молодежь предпочитает проверенные официальные источники информации. По части доверия, есть, мы знаем, определенные каналы, там какие-то порталы, которые они официальные, и более-менее есть доверие к ним. Но есть такие, так скажем, может, какие-то каналы или там ребята что-то создают, что-то выпускают. Но опять же, это чисто для код-хайпа, там развития, всего это. Но в плане достоверности самой информации, очень такой узенький круг. Количество интернет-пользователей в Молдове составляет более 2 миллионов человек. Это 60% населения. Однако на сегодняшний день первым основным источником информации считается телевидение. И в первую очередь хочется задать вот такой вопрос. Для чего используете вы интернет? Для каких потребностей? Наверное, в первую очередь это общение с друзьями, и уже потом поиск какой-то информации. Если честно, то это скорее как-то узнать о состоянии в мире, либо о чем-то, что происходит, допустим, научное открытие и прочее. Девочки, вы для чего? Также это получение новой информации. Например, сейчас я уже не вижу свою школьную жизнь, например, свою учебу без использования интернета. То есть это насколько уже в нас, скажем, что без этого уже быть невозможно, как мне кажется. Саморазвитие, также там любые мотивационные ролики, может быть, или какая-то помощь онлайн. Обязательно я использую каждый день и соцсети, и в общем интернет.
так что я тоже не вижу свою жизнь без интернета. Вот по статистике, вот в Фейсбуке в основном сидят, как бы такая статистика, хотя в зависимости от стран, вот в каких-то странах больше, у нас по Молдове по статистике в Одноклассниках больше всего сидят. А в каких социальных сетях сидите вы, ваши ровесники и вообще молодежь Гагаузии? Ну, для меня, наверное, ведущими платформами являются Facebook, Instagram, YouTube и ВК. Для меня скорее более, так сказать, в почете это ВКонтакте и YouTube. Чем это? Почему? Какие там Ну, более привлекательные? В связи с тем, что ВКонтакте это, во-первых, довольно-таки популярный в нашей стране мессенджер. Ну, не только мессенджер, это, в принципе, социальная сеть. То есть я смогу общаться почти что со всеми, кого я знаю, в связи с тем, что они есть ВКонтакте. А YouTube, потому что там очень много именно полезной информации, которую можно найти чуть ли не что в считанные секунды. А какую информацию обычно вы ищете? Вот, например, даже в Ютубе. Она более образовательная или она более развлекательная? Ну, по-разному бывает. Это зависит от, не знаю, потребности, настроения. Там, если для учебы, то, конечно, это будут какие-то научные ролики, научно-социальные, может быть. А если мне просто хочется что-то посмотреть, я там, ну, не знаю, просто посмотрю какой-то ролик на интересующую меня тему. Для вас самые привлекательные соцсети какие являются? Я думаю также, что это все-таки Instagram и YouTube, потому что, ну, в Ютубе есть все, есть учебные ролики, есть какие-то образовательный контент, есть развлекательный контент. Все, что мне нужно, я могу найти там, я могу за это не платить, и это привлекает действительно. И Инстаграм, потому что это самая, мне кажется, сейчас популярная сеть среди молодежи. Это также способ общения, способ передачи информации. Это, скажем, мы следим за жизнью друг друга, при этом не общаясь и зная, как друг у друга обстоят дела, скажем. А как вы считаете, вот то, что сейчас все перешли в интернет и молодежь, а как же учебники? Когда вы учитесь, насколько часто вы вообще к учебникам обращаетесь на сегодняшний день? Или все есть в интернете и там очень... Ну, если честно, то по большей части мы, конечно же, обращаемся к учебникам, когда, допустим, мы не можем найти именно чего-то конкретного. То есть иногда такое бывает, что тема разделена на разные подтемы, и довольно-таки трудно самостоятельно ее собрать воедино и как-то все это систематизировать. Тогда мы, вправду, прибегаем к помощи учебников. Ну и вообще информация из книги не заменит информацию из интернета. Почему? Потому что книга — это всегда информация из первого источника. А разве нет уже книг в интернете? Почему? Зачем эти бумажные? Я тоже полностью согласна, что, мне кажется, учебники — это тоже очень важно, потому что это действительно первый источник, это достоверный источник, и есть довольно хороший объем информации, она структурирована, а если нам чего-то не хватает, то уже мы обращаемся к интернету, ну, лично я. То есть можно сделать такой вывод, что и в интернете не всю информацию можно получить, так получается? Ну, наверное, можно получить всю информацию, просто нужно, не знаю, правильно пользоваться, что ли, нужно привыкнуть к такому виду поиска информации, потому что, ну, мы привыкли, что в наших учебниках есть такая тема, и то есть мы к интернету, к там, каким-то соцсетям и так далее обращаемся только при необходимости, если нам чего-то не хватает. Но я уверена, что можно найти всю информацию, необходимую нам в интернете, то есть не используя учебник. У кого-то есть другое мнение? Достаточно ли удобно в интернете находить, и все ли есть в интернете? Могу сказать прямо то, что не всегда все есть в интернете, особенно, допустим, на темы какие-то, которые связаны с какого-то локального характера именно. Допустим, ну, не факт, что можно найти, допустим, список абсолютно всех эпидемий, допустим, в Гагаузии, которые происходили за период с 17 века до наших дней. Не факт, что это кто-то уже добавил в интернет. Хорошо, а сегодня что происходит вот в интернете? Можно, что в автономии вот это, ну, 17 века, ладно, не будем говорить, но хотя бы сейчас что происходит? Доступна ли информация в интернете? Молодежь не может забить в Гугле или зайти в какие-то на официальные источники и получить всю необходимую информацию, что касается молодежи, что касается мероприятий, которые организуются специально для молодежи. Насколько у нас открыты источники? Как мне кажется, при желании можно найти все, но в интернете бывает иногда очень большой наплыв информации, и ее сложно
структурировать, ее сложно систематизировать, и в этом наплыве ты действительно не можешь найти то, что тебе действительно нужно. Мне кажется, это есть минус. А вот насчет наплыва информации, количества информации. Вот считается, что сейчас чем меньше текст, да, чем меньше информации, тем она как-то более привлекательная для молодежи и вообще. И даже я по своему опыту, читая, когда видишь большие посты, и нет особого желания. Вот как вы к этому относитесь? И не является ли это деградацией, что вот люди, им лень просто какие-то посты или что-то находить? И вообще, что вы больше предпочитаете смотреть, какие-то передачи длинные или короткие видео, обзоры или как там это называется? Ну вот честно, я не считаю, что это деградация, потому что краткость сестра таланта. Так что если уметь сжато описать все, что ты хочешь передать, то почему это является проблемой? Это наоборот очень круто. Да, действительно бывает, что в маленьком абзаце можно действительно передать суть, всю тему и донести это до человека. А бывает такое, что большие статьи, и в итоге ты ничего для себя не берешь, ничего полезного, и в итоге не находишь ответа на свой вопрос. Как же считаете? Я считаю, что по большей части вполне возможно, так сказать, уместить большую часть информации в краткий абзац, но не факт, что так сказать, деталями, которые могут повлиять на само восприятие информации. И есть ли у молодежи потребность вот эту всю информацию? Ведь говорили, что очень много различной информации, забивать голову просто невозможно. Очень много лишнего идет сразу. Если человек ищет что-то, он ищет какую-то краткую информацию, а в интернете предоставляется очень много лишнего материала. На репортаже говорилось о том, что сейчас телевидение на первом месте. Как вы считаете, молодежь больше смотрит телевидение, традиционные СМИ, или они все же ищут информацию на новостных порталах и все, что находится в интернете? Конечно, молодежь предпочитает интернет, новостные порталы, просто потому что это удобнее. То есть ты там, чтобы посмотреть телевизор, должен находиться в здании, дома, например. А если я хочу посмотреть, не знаю, новости последнего часа, проезжая какой-то населенный пункт, я просто должна там забить это в Гугле в том же, и я тут же узнаю все новости, все, что меня интересует. Кто последний раз телевизор смотрел, когда это было? Ой, давно и неправда. Позавчера был. А не скучаете? Вот у меня просто реально вот происходит, когда скучаешь по телевизору. Эти телефоны, планшеты, ноутбуки, они надоедают настолько, что хочется просто включить телевизор и посмотреть какой-то сериал там. Ну, если честно, то иногда такое происходит, то, что ты такой сидишь, думаешь, что вот бы сейчас посмотреть документальный по Discovery, и садишься перед телевизором, включаешь Discovery, допустим. Либо иногда хочется, ну, как бы иногда вот и вправду очень-очень лень читать новости. Насколько бы короткими они не были. И вот ты точно так же можешь просто сесть Может, это перед из-за того, что телевизором. молодежи не интересно новости? Возможно. Но иногда бывает, лень. Бывает иногда такая ностальгия поэтому, потому что тоже детство, которое у нас было, у нас не было ни интернетов, ничего. Мы еще попали в да. А вот ребята, которые сейчас только вот сейчас рождаются, они, наверное, забудут Да, вообще. и мы сидели, я помню, мы ждали там определенного часа, определенных мультиков, и это был такой энтузиазм. Я просыпалась, я помню, в 7 утра, там, чтобы успеть посмотреть. А сейчас, как бы, я могу это забить в любой момент, и уже нет вот этого вот, не знаю, детства этого нет уже, как мне кажется. Но сейчас же есть и онлайн телевидение. У всех все телевидение переходит в онлайн. То есть такая тенденция получается, да? Да. Идет такая. Вот как вы думаете, когда-нибудь останемся ли мы без традиционных СМИ? Без телевидения, без газет, журнала. Я вообще молчу, по-моему, по статистике самые меньше, что читают, так это журналы, газеты. Когда вы читаете? Только если партийные какие-то, да, газеты предоставляются. А так газеты, журналы вы читаете? Ну, если мне найти прям, если знаю, что есть определенная информация в каком-то журнале, то я могу порыться, но а так, собственно, желания нет. Как вы считаете, вот в интернете одним из минусов это фейковые новости. Как часто вы сталкиваетесь с фейковыми новостями и как вообще молодежь, насколько это влияет на сознание молодежи, что можно любую фейковую новость пустить и молодежь реально это воспринимает? Или все-таки молодежь выбирает? Ну, если честно, это скорее уже зависит от самого человека, потому что
Кто-то внушаемый, так сказать, кто-то не очень. Поэтому, допустим, если он вдруг увидит то, что инопланетяне захватили Россию, он может в это поверить и потом начать бегать по улице и говорить, что, ну, вот, видели, да. А другой же посмотрит и скажет, ну бред, это же бред. И как бы факт в том, что оно скорее учит человека фильтровать информацию, учит с ней обращаться, вот эти вот фейк-ньюс, так что плюс в них тоже есть. Но, если честно, они чаще всего могут перекрыть именно, так сказать, саму основную новость. Их становится слишком много, они плодятся слишком быстро, и среди них очень трудно найти то, что ты именно ищешь. Вы насколько часто встречаетесь с фейковой новостью, и как молодежь, она определяет, что эта новость ложная, или вот есть у них какое-то критическое мышление, как-то они анализируют? Мне кажется, многие могут понять, где, допустим, желтая пресса, а где достоверный источник. Я вот, допустим, поэтому больше предпочитаю смотреть новости в телевизоре и воспринимать информацию от первого лица. Девочки, ваше мнение? Несмотря на то, что есть очень большой наплыв фейковой информации, есть проверенные источники, есть проверенные те же журналы, ну, не знаю, именно онлайн, те же как бы новостные порталы, и им просто невыгодно выкладывать, например, что-то непроверенное, поэтому, я думаю, таким источникам можно доверять. Ну, Официальные да. источники, да. На собственном опыте могу сказать, что практически всю информацию, которую я читаю, я ее перепроверяю. То есть, если я наткнулась на какую-то статью, мне показалось что-то подозрительным, я обязательно ищу источники, которые или подтверждают, или опровергают эту версию. Так что... Если говорить о социальных сетях, вообще, как вы считаете, как социальные сети сегодня влияют на сознание молодежи? И давайте определимся плюсы и минусы социальных сетей. Вот все сидят в интернете, в Инстаграме. Вот какие плюсы и какие отрицательные вот этой тенденции? Если честно, то, допустим, можно взять в пример паблики, все те же сообщества. То есть при помощи, так сказать, можно манипулировать толпой, скажем прямо. И некоторые сообщества, кстати, этим иногда очень активно промышляют. Вот, я думаю, что это один из минусов соцсетей, то, что людям, допустим, очень трудно проверить информацию, которая есть только там, и они как бы верят этому и следуют за своим лидером, так сказать. Поэтому можно управлять массами очень легко уже. Через социальные соцсети. Но все-таки это общение с людьми, это поиск каких-то новых идей, расширение кругозора. Общением с разными странами, например, нет возможности поехать куда-то, да? Можно с любой страны общаться. Языки главное знать, и даже если можно там с заморскими странами. Ваше мнение, девочки? Ну вот те же паблики или группы, все прочее, это же все-таки такая возможность объединиться там на определенную тематику, например, группа из 10 человек из разных стран интересуются одной и той же темой или что бы то ни было. И это классная возможность объединиться, обсуждать там же порождение новых идей и так далее. То есть хорошая идея. На самом деле сложно говорить о минусах социальных сетей, потому что это уже этому в нашей жизни, и сложно будет искоренить, как мне кажется. Но я считаю, что огромной проблемой является то, что людям зачастую заменяют реальный мир виртуальным. Они настолько в этом виртуальном мире, что им сложно уже контактировать, им сложно находиться в социуме с людьми. И мне кажется, это действительно проблема. Особенно сейчас, во время пандемии, мы как-то проводили передачу, и многие говорили, что это вот настолько ты уходишь в интернет, что даже как-то когда скучаешь, наверное, по живому общению, да? А как насчет минуса, насчет зависимости? Вот есть такое понятие, как зависимость от социальных сетей. Я даже по себе сужу. Я просыпаюсь утром, мне обязательно нужно зайти в интернет, посмотреть в соцсетях, что, где, как происходит. Вот, что вы думаете по этому поводу? Ну, зависимость вполне возможно, то, что это, опять же, варьируется от человека к человеку. Просто, да, как бы... Честно, это скорее всего больше как людская сущность, потому что если бы, мне кажется, тогда, когда еще интернета не было, все в первую очередь лезли, извиняюсь за выражение, за газетами. Получать информацию. Да, получать информацию. То есть это фактически потребность человека, он всегда хочет знать, что сейчас происходит, и не отстал ли он от жизни.
Ну, ладно, если это потребность в поиске информации, если это просто привычка заходить. Может быть, вам просто интересно, что происходит в жизни других людей. Но Но у вас нет таких зависимость... проблем, да? Вы с этим Ну, не нет. сталкиваетесь? То есть Нет. на сегодняшний день у нас пока в молодежи Да, все хорошо. в да, этой такой области, да. проблемы нет. Получает информацию, то есть с позитивной стороны, то есть то, что полезно, да? Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Сейчас хочу напомнить, что у нас в гостях Дели Ирина, гражданский активист. Она сейчас скажет свое мнение по поводу информированности молодежи. На самом деле интернет имеет огромное влияние на развитие нашей автономии. Я могу так сказать, потому что я смотрю на учеников, я являюсь одним из них. Могу сказать, что большое количество ребят используют интернет в различных своих целях. Отдельными из них является обучение. Некоторые просто, допустим, делают домашнее задание, и для удостоверности они просто проверяют свои ответы, к примеру. Некоторые просто используют для того, чтобы найти какую-то определенную информацию, какие-то различные открытия в интернете происходят. Также есть определенная категория людей, которые используют интернет с целью развлечения. То есть их основной целью является просто поиграть в игры и так далее, но я не могу говорить за всех. Я считаю, чтобы наша автономия была более развитой, мы должны также развивать различные наши центры молодежные. Центры должны показывать нам, как мы правильно должны пользоваться интернетом, должны происходить какие-то определенные акции, я думаю, может, какие-то собрания, что-то, что поможет нам вовлечься в правильное использование интернета. Вот насколько молодежь информирована о том, что происходит у нас в автономии, насколько доступна информация, что вот есть какие-то организации, что они проводят что-то, как вы получаете эту информацию, из каких-то источников или друг другу передаете, и насколько доступна эта информация, вот именно это интересует. Я считаю, что наша молодежь очень информирована в том, что происходит в нашей автономии. Информация доступна, потому что у нас есть новостные порталы, которым мы доверяем. Также есть различные центры, тоже, которые предоставляют нам эту информацию, и все доступно. Ну да, все отлично. Спасибо. А мы возвращаемся к нашим участникам. Сейчас давайте перейдем непосредственно к дебатам. Подебатируем на тему телевидения или интернета. Хочется услышать ваши аргументы, какие плюсы телевидения, насколько достовернее, где достовернее информацию можно получить из интернет-источников или из традиционных источников. Кто первый хочет начать? Ну, давайте тогда что ли мы начнем, как традиционно. Так, что ж, первое, что я могу сказать, то, что чаще всего, то есть зачастую, именно информация, которая после появится на новостных источниках, то есть ресурсах в интернете, она берется именно с ТВ. То есть именно на первых порах невозможно услышать то, чего не будет сказано по ТВ, именно это увидеть в интернете. Как вы считаете, сначала первую информацию получает сначала телевидение или в интернете быстрее как-то информация распространяется? Ну, например, там какое-то объявление срочное или какая-то, не знаю, взрывная новость. Она сначала появится в интернете, на официальном сайте, а вот только потом на телевидении нашей, автономии. А вот то, что появится в интернете, насколько правдива эта информация, насколько это не фейк, как это доказать? Или на телевидении все-таки сначала все проверяется, а потом уже выставляется? Ну, конечно, естественно, лучше узнать информацию из первых уст и быть уверенным в правдивости этой информации. Чем то, что она оперативнее? Нет. Репортеры собирают материалы с места событий. Да. То есть это официальная информация. Но то, что в интернете, что это не с места события, получается, это что, придуманная информация? Ну, действительно, собирается, конечно, с места события, но транслируется она все-таки позже. А в интернете у человека есть доступ. Один зашел, написал, все, события разлетелись, новость разлетелась, и мне как раз Хорошо, бывает, если вот интернет-источники взяли просто информацию, вот у видео, да, но без информации, без источников, насколько это правильно, или все-таки лучше убедиться в том, что произошло, когда это взять альтернативное мнение, или просто выпустить, вот сейчас, например, произошла авария без фактов, без подробностей? Ну, давайте просто приведем в пример, допустим, одного русского певца, который решил проверить. Он написал в своем инстаграме про то, что он спит на кладбище и любит есть собак. И через 2 дня на одном из
интернет-ресурсов появилась новость о том, что вот он признался, что он любит спать на кладбище и есть собак. И причем там статья вышла вроде бы, ну там довольно-таки большое она получилась. И то есть думаю, то, что на ТВ бы такого не появилось. Все же здесь тоже идет вот эта вот внушаемость людей. Если ты давно следишь за этим человеком, и вот он выпускает такую ошеломляющую новость, то, я думаю, нормальные люди, которые умеют фильтровать свою информацию, то не думаю, что они так быстро в это поверят. Также пойдут проверять, перепроверять, также пойдут искать в других источниках. Поэтому Но, тем не менее, это зависит от человека. Эта информация была выпущена самим этим человеком. Так что он мог также дать интервью на телевидении, сказать то же самое, и люди бы также поверили. И эта информация также транслировалась бы только по ТВ. Так что, не знаю, в этом разницы как бы не Особой вижу. разницы, если нет. В общем, если взять плюсы в том, что в интернете быстрее информация, да, на телевидении она наиболее достовернее, провереннее. Еще есть аргументы, что лучше. Все-таки, почему молодежь, кому молодежь больше доверяет, телевидению или интернету? Интернету, конечно. Ну почему? Ну, больше возможностей в интернете. Например, если я хочу посмотреть какой-то ролик на определенную тему, не факт, что он будет транслироваться в тот день или в тот момент по телевидению. Ну, также, если брать статистику нашей страны, то в интернет ежедневно заходит 75% людей, а телевизор включают, скажем так, только 70%. Это уже о чем-то говорит. И мне кажется, что телевизор смотрят в основном люди, которые уже на пенсии, а молодежь все-таки нравится скорость. Ты зашел, ты посмотрел, узнал, закрыл, все. Ты не должен ждать определенного часа, определенного времени, чтобы посмотреть какую-то телепередачу. И плюс ко всему, она быстрее выходит все-таки в интернете. То есть ты не должен ждать определенного дня. Ну, большие телевизионные сначала показывают, в основном они на телевидении показывают, а потом уже это все сливается, как бы можно так сказать грубо, в интернет. Но почему все-таки есть такая статистика, что телевидение больше смотрят, чем в интернете? Вполне возможно из-за того, что в интернете очень большая информационная загруженность. То есть ты можешь, например, написать, там, смотреть сериал какой-то, и тут тебе первым выйдет там покупка дров. И причем это реклама. И в интернете всплывает множество рекламных окон, которые отвлекают от просмотра контента. Постоянно, на телевизоре тоже есть как бы реклама. Ну, реклама, там хотя бы, там их больше, они там чаще, но ты хотя бы знаешь то, что, допустим, либо ведущий говорит, что, вернемся мы после рекламы, либо там, допустим, ты прям по сериалу можешь понять то, что там, допустим, какой-то момент, все, кульминация, идет на спад, и ты понимаешь то, что, наверное, сейчас будет реклама. Ты хотя бы к ней готов, а она никак. Смотрите, в интернете рекламу посмотрел, прокрутил, потому что не хочется, а на телевизоре все равно посмотришь. Да. Какой плюс же рекламодатель? Есть плюс? Но не в просмотре. Ну, конечно, есть плюс. У тебя нет варианта открутить. Ты просто вот смотришь и ждешь своего фильма. Человек, конечно, может думать, что он не обращает на это внимания, но все равно подсознательно это записывается. Это обычно. Так это что, плюсы? Нет. Это не плюс. Но все равно в том случае рекламодатель выиграет, и плюс еще и как бы канал в минусе не останется. Потому что будет она просмотрена, эта реклама. Ну, вот ТВ-передачи, они все переходят в онлайн-режим. Я очень много программ смотрела в онлайн-режим, потому что я просто там не успевала, например, посмотреть по телевизору. Я приходила, вбивала официальный сайт канала, который мне нужен, и просто просматривала ту же программу, без реклам, кстати. Так что... Если, допустим, вернуться к рекламе, то за время ролика можно успеть сделать какие-то свои дела. Так, девочки, вас переубеждают, что все-таки интернет более актуальнее для молодых ребят, да? Да, может быть, он актуальнее, потому что поиск информации. Ты заходишь, ты можешь посмотреть какой-то развлекательный контент, ты можешь посмотреть что-то по учебе, ты можешь саморазвиваться, у тебя есть всякие курсы, ресурсы, все, что ты хочешь. По телевизору ведь тоже куча каналов есть. Но ты должен поймать момент, когда они будут. Да, а здесь ты можешь поймать телепередачу. Мне кажется, в этом есть весь интерес. Какой интерес? Нет, это не интересно. Мне, допустим, интереснее фильм смотреть на телевизоре. Почему? Ну, не знаю. Атмосфернее? Да. Нет. А мне интереснее смотреть фильм, если у меня, например, в телевизоре есть
доступ к интернету. Я просто вбиваю в том же интернете, я просто смотрю на большом экране. И тоже у меня интернет в приоритете, соцсети и так далее. Это просто актуальнее. Если честно, как бы, по крайней мере, когда у меня был вот еще тот аналоговый ТВ без доступа к интернету, ну, цветной, конечно же. Если честно, как бы, я, когда смотрю фильмы в интернете, мне в какой-то момент, я как будто отвлекаюсь от фильма и что же сегодня будет на ужин. А когда по ТВ, я не знаю, как-то оно больше хватает внимания. Потому что ты боишься что-то упустить. В фильме ты хотя бы знаешь то, что вот сейчас, ну, упустишь ты момент, ты сможешь открутить на 10 минут назад. А тут как бы ты более увлечен, да. Ну, это же личные какие-то догадки. Уже персональные такие предпочтения. Спасибо вам. Конечно же, судить нашим телезрителям, кто кого победил, так сказать, в аргументах, что же лучше, но непосредственно согласно статистике, уже, как мы смотрели и в репортаже, все равно телевидение пока что на первом месте. Сколько еще времени это все будет продлеваться, неизвестно. Ну, поживем, увидим, так сказать. Спасибо вам, ребята, за ваше участие, за ваши мнения и аргументы. Было очень интересно слушать. Думаю, нашим телезрителям также интересно. Но хочу напомнить, дорогие телезрители, что у нас в гостях были участники Попов Никита, Жим-Жим Ксения, Еребакан Марина, Дельсис Карина и Дели Ирина. Спасибо за участие. С вами были молодежные дебаты. Тема нашей сегодняшней программы — информированность, молодежь и социальные сети. И с вами была ведущая Елена Янак. До скорой встречи в следующем эфире.